Чтобы у нас в Гагаузии была стабильность, чтобы нам разрешали свободно дышать. Потому что вот сейчас мы когда ехали, нам не разрешали, что это разве свободная страна? Нам не разрешали ехать. Люди вернули людей обратно. Это уже не то. Значит, где-то устраивают митинги, а нам не разрешают. Зачем это так? Поддержать Башкана нашего, чтобы ее освободили, незаконно ее удерживают. Я пришел с целью защиты Гагаузии. Они вообще нас как живым могилы закрыли. Какой президент такие вещи делает? Все каналы закрыл. Вот в субботу, воскресенье, я пенсионер. 52 года стажа. Я многодетный отец. Вырастил 4 детей. Все дети живут в Комрате. Ни один из 4 не ушел в Комрате. Живут здесь, работают, имеют внуков, имеют правнуков. Все. Она закрыла все каналы раз. Что она делает сейчас? Она не видит, что людей не понимает. Сегодня жители Гагаузской автономии вышли для того, чтобы были услышаны. Сегодня у жителей Гагаузской автономии много вопросов по поводу того, каким образом центральные власти сегодня относятся к статусу Гагаузской автономии. Вот именно сейчас зачитывается декларация сегодняшнего митинга. Хочется сказать большое спасибо каждому, кто находился здесь, каждому, кто сегодня шел километры для того, чтобы попасть сюда. Вы видели, как сложно было сегодня попасть сюда. Хотя мы говорим, что мы живем в демократическом государстве, где у граждан есть свои права. Но я уверен, что совсем скоро жители не только Гагаузской автономии, но и всей Республики Молдова будут услышаны не только внутри страны, но и за ее пределами. Цель, чтобы установить справедливость. Да, чтобы защитить нашего Башкана. Мы хотим, чтобы ее отпустили из домашнего ареста, чтобы она была на посту. За это мы приехали сюда. Мы так трудно приехали, нас не пускали, мы пешком дошли, понимаете, пешком. И мы будем бороться до конца, пока их не отпустят. Мы не сдадимся. Пенсионеров штрафуют. За что штрафуют они? За то, что поднимают цены на газ, на свет, на все. Вот это вот закрывается предприятие, убивается аграрный сектор. Вот это все давление на людей, конечно. И нам очень трудно. Я лично пенсионер, и мне трудно сейчас вот в этой ситуации как бы жить. Вот поэтому я и поддерживаю и против этой власти. Они не разрешают нам, потому что мы как будто, они говорят, что мы сепаратисты. Какие мы сепаратисты? Как вот этот дедушка Илья какой-то сепаратист. Сепаратисты, они воюют или где-то перевозят взрывчатые вещества или то все. Почему один молдаван или кто-то перевез аж в Россию взрывчатку или что-то? Мы что, перевозим взрывчатку? Этот человек всю жизнь работал на поле, я то же самое, всю жизнь водителем работал и заболел. У меня 2 инсульта. Но мы хотим свободно жить. Пусть она тоже, вот моя Сандра придет и поговорит с людьми. Почему она избегает людей? По-моему, Додон не избегал людей. Он собирался, все вокруг него слушали. Мы тоже будем слушать. Давайте будем слушать. Так жить или так жить? Как жить лучше? Народ хочет жить лучше, потому что стало уже невдомек. Страшный. Страшный. Вот я сейчас это Приднестровье, этот Зеленский с Турции ушел, они где-то с мая сами собрались. Сейчас вот хотят Приднестровье. Там уже газ закрыли. С 1 числа у нас будет свет повышаться 2 раза. Это жизнь раз. Я вышел в пенсии. Мне сын говорит, вот папа ставил 2 дерева, сделал 1 столчик, будешь отдыхать в пенсии. Я страхом зимую. Сейчас свет выключит, я морозе. Газ не будет, я морозе. Вы видели, что сегодня обычные граждане, мирные жители хотели добраться в Комрат целенаправленно на митинг, который был объявлен еще 10 дней назад народным собранием. Их останавливали без конкретных причин, останавливали, разворачивали машины. Сегодня мы помним, что Гагаузская автономия, к сожалению, имея свой статус, ущемляется в своих правах. Вы помните такие деконцентрированные службы, как налоговая. Сегодня мы говорим и о прокуратуре, мы помним о бюджетных нападках, что были связаны с НДС и так далее. Много
моментов, которые прописаны в Конституции, прописаны в законодательстве Республики Молдова, к сожалению, не исполняются. Ну и, конечно, самый главный, самый важный момент, что хотелось бы напомнить, это арест, политический арест Башкана Гагаузии Евгения Александровны Гуцул, не имея конкретных доказательств. Сегодняшнее дело – это действительно сшитое белыми нитками дело, когда нету ни одного доказательства у прокуроров, нету конкретных причин, почему Евгения Александровна находится на скамье подсудимых. Мы четко понимаем, что ответ исключительно в том, что она является мощным оппозиционером, башканом гагаузской автономии, который не молчит, а защищает не только свои права, но и права граждан Республики Молдова. Вынуждены получать, поскольку фундаментом общественного согласия и примером решения межнациональных конфликтов. Решение, чтобы они ушли, чтобы побыстрее это было. Чтобы были выборы и чтобы их отсюда убрать. Вот это решение будет, чтобы оставили Молдову в покое. Я думаю, что они захватили власть, вот именно что захватили. Потому что она нелегитимный президент. Она здесь проиграла в Молдавии. Гагаузия делает, но вот сама парламент республики не идет на компромисс. Не идет, чтобы договориться, они должны договариваться. Мы жили раньше, вот, жили при Советском Союзе, мы жили, не знали, он молдаванин или тот еврей, или тот, кто по национальности, все были братья. Я звал и молдаване, мы сидели за столом, я угощал горячим хлебом и вином угощал. А сейчас, был в понедельник в Каугуле, ребята идут, дурость была, мы не учили молдавский. Я им спрашиваю, где тут станция переливания крови? А он говорит, Варбешку, Румыния. Что мы в Румынии находимся? Мы в Молдове. Сказал бы, Варбешку молдаванец. Я бы как-никак ответил бы. А вот молодежь, она уже нас тянет в Румынию. Зачем Румыния? Румыния когда образовалась? А когда образовалась Молдова? Румыния образовалась 500 лет потом, после образования Молдовы. Вот так и сейчас, поэтому и люди не договариваются. Решение это национализм. Дай спокойно работать, как раньше работать. Нам сюда никто, мы знаем работать, любим работать. У нас все было, и пшеница, и виноград, все, и работа, и все было, садик, и все. А сейчас все с Европы, все. Это же у нас, думаешь, что это надо обратно, он через год уйдет, а кто будет заплачивать? Ваши, мои внучки. Зачем вы это гранты разные, не знаю что. Вот я бы, если женщина, извините меня, был бы на место него, пошел возле Путина, сейчас и газ был свободный, и свет был. Самое главное мне, что надо. Мне 9 курей есть, 4-3 яйчика делают, хватит мне. Мне главное, что тепло было и свет. Все. А у нас самого это нет, и дорогой. Гагаузия просит и хочет отстаивания своего статуса автономии. Гагаузия хочет, чтобы жители гагаузской автономии были услышаны, чтобы Башкан сегодня находилась на своем рабочем месте, чтобы не ущемлялись права граждан, чтобы не выписывались протокола пенсионерам, чтобы полиция сегодня боролась с преступниками, а не с обычными мирными жителями. Мы должны идти до конца. Мы будем работать вместе с нашей Башкар Гагаузией.